человек жив, покуда его помнят. И я рада, что я могу рассказать про него. И помню не только я одна, и будут помнить, может быть, и узнают о нем и те, кто его не знал. Ну вот. Его звали Ярохович Василий Степанович. Вот. Сам он был родом из Лунинского района, Пинская область, наверное. Тогда была же Пинская область, да? Да, вот. И он был без родителей, воспитывался в интернате, их было очень много в семье, по-моему, их было 12 детей. И он со всеми, родители его умерли. И он, как самый старший, приехал в нашу Гомельскую область, на поселок Веселый, батраком. За лучшей долей, искал работы, и как уже подробно, я не знаю, ну, приехал, а моя бабушка, она была тоже, у нее отец считался по тем временам богатым человеком, он имел возможность нанимать батраков. Ну, вот это люди, которые помогали ему по хозяйству. У него там был дом большой, огород большой, наверное, было много худобы. И он был молодой очень, и у деда были дочки молодые. Вот моя бабушка, она ему была, на 6 лет его была младше, получается. Ну, там, как по документам, да. И у них, бабушка говорит, что сначала она его не очень примечала, но он ей нравился, потому что он был очень красивый, работящий такой был, но дед, ну, как бы она на него смотрела, как на батрака, потому что у него не было ни своего хозяйства, не было ни своего дома, он у них там жил где-то за печкой, или как там это называется, не знаю. Вот, но их судьба свела, потому что когда молодежь у них по выходным дням, по воскресеньям, там они устраивали такие посиделки, вечеринки, молодежные, вот, и всегда они там в каком-нибудь, сегодня в одном доме, там в следующие выходные в другом доме, переходили из дома в дом. И дедушка наш всегда, Василий этот, оставался без пары, потому что с ним никто не хотел танцевать из-за того, что он был бедный. А с моей бабушкой никто не хотел танцевать, потому что она по тем временам тоже была, считалась некрасивой. Она была высокого роста, очень высокого, худющая такая, как моя сестра, на нее младшая, похожа очень, но теперь моя сестра в тренде, потому что у нас изменились стандарты красоты. Вот. А бабушка говорит, я так хотела танцевать. И я всегда получала, что они вдвоем без пары, мы, говорит, переглянемся с ним, и давай уже пританцовывать. А он танцевал очень хорошо, и вот у них там уже постепенно чувства вспыхнули. И когда он пришел свататься к деду, то дед сказал, нет, только через мой труп. А бабушка говорит, а я сказала, тогда вообще, если не за Василя, ни за кого не пойду. Она говорит, потому что он мне сильно-сильно приглянулся. Вот. Ну и потом же, вот я только вот здесь вот как бы точно не знаю, как у них там колхозы потом пошли, в каком это году уже было, я не знаю. А дед пошел, сразу вступил в колхоз, потому что он хотел, чтобы, думал, что он верил так в свято в эти колхозы, он думал строить это светлое будущее, он очень был бригадиром таким. И история началась из-за чего? А когда он начал зарабатывать, он туда, в Лунинец, своим младшим сестрам все время передавал деньги какие-то, потому что он за них волновался, переживал. Ну и хоть какую-то копейку-то даже, как он там уже в виде там чего передавал, я не знаю, может, зерна какого, ну не знаю, как он ездил к ним, навещал их, ему письма оттуда приходили. Вот. И потом он же служил в армии, вот у меня даже тут есть военный билет, в каком-то году он там служил в армии. И свидетельство у них есть даже о шлюбе. Они же расписались, Ярохович Василий Степанович, Хапоненко Анна Дмитриевна, в каком году? В 1933-м они поженились. Вот. И потом его забрали в армию. А в армию тоже есть вот военный же билет у него. В каком году тут, чтобы я не обманула, а по времени, когда он тут служил рядовым. В общем, не знаю, где-то тут написано будет, я точно не знаю, когда он служил. Где тут написано, не знаю. Ну и когда он уходил в армию, а его за хорошую работу премировали маленьким поросеночком.
Вот. И он, когда уходил в армию, он говорит: Ганна, ну как ты одна этого... А раньше поросенок это был, как у нас сейчас машина иномарка самая дорогая, какой-нибудь джип, да? Он говорил: Ганна, как ты тут без меня этого поросенка будешь вас... Ну, там же дети маленькие у них были, 3, 2 мальчика и девочка. И он говорит: давай мы... Ну, я вот с армии приду, а мы вот отдадим, уступим этого поросенка там какому-то, ну, там в колхозе тоже какому-то там ихному другу или там колхознику, уже не знаю, как там. Вот. А когда я приду с армии, он мне отдаст своего. У них уже будет помет, и чтобы вместе растить. Ну, потому что тяжело же было растить этих. Ну, и когда он пришел, ну, это мне бабушка рассказывала, я как бы документальных сведений не имею, но мои родители, они после того уже, когда дед через 18 лет появился, да, после всей этой истории, они ездили в Гомель, и они это дело в НКВД смотрели. И моя мама, она рассказывала, что это дело было такое огромное, ну, в общем, короче, вот она показывала, что очень большое. Как они успели на него это дело состряпать. И, в общем, когда он пришел с армии, то такое было подозрение, что это друг, который поросята вырастил там или продал уже, я не знаю, что с ним было, с этим поросенком, он написал на него донос на деда, что у него есть родственники, что он польский шпион, и к нему приходят письма с польской территории. Вот. И бабушка говорит, что ночью они спали, поздно ночью к ним подъехал такой черный воронок, и без суда и следствия там постучали в окно, они открыли, и его сразу и забрали. И бабушка, и забрали его как бы в Гомель. Вот что она узнала, единственное, что его увезли в Гомель. И они жили в Речицком районе, поселок Веселый. И вот она, это как бы, ну, как вот сейчас по вот этому, когда едешь на машине по счетчику, там 52 километра от Речицы до Гомеля у нас тут получается. И она пешком на следующий день собралась и пошла, куда там, я не знаю, встретиться ей с ним не удалось, она его не видела, и сразу же в этот день прошел суд. И вот как бы, ну я не знаю, вот и сейчас в справке написано, у меня же вот есть эта справка, да, что тут написано, что ему дали 10 лет, да? Я как бы без очков не вижу, ну тут написано, что ему 10 лет дали, да? Но ему нельзя было без права переписки, потому что он о себе, она вот с тех пор, как его забрали, она его ни одного дня, ни минуты не видела. Писем от него не получала никогда. И все там уже как бы у них там, ну это что же такое время было страшное, и они только шепотом там говорили о том, что если без права переписки, вот как мне бабушка рассказывала, то это значит уже смерть, уже его она больше никогда в жизни не увидит. Потому что раз ему нельзя было писать писем, так что уже им даже и не было откуда их писать. Вот. Ну а бабушка была, и у нее там случилось, ну как бы для нее это было горе, трагедия, как они так жили хорошо, душа в душу. Она говорила, что он такой хороший был, заботливый. Именно вот как бы вот в этот вот год, когда его забрали, и дети умерли, у них была какая-то болезнь, вот они после дождя побегали по лужам, и какая-то скарлатина, была такая болезнь, когда горло болит, и вот в страшных этих вот, в этих, ну как оно душит его, душит, как эта болезнь, ну не знаю, как она называется. Ну и бабушка осталась одна, и без мужа, и без детей. И она вернулась к своему деду с метро, к отцу к своему. Вот. А в те времена, ну и вот она опять работала в колхозе, и у нее был, ну молодая, естественно, а к ним в колхоз прислали молодого агронома. Вот Кострома Александра, вот даже его отчество не помню, потому что я его никогда не видела в жизни. И у нас как бы даже его фотографии были скрыты. Нам детям не показывали, вот нам с сестрой, потому что я только узнала, что мне дед не родной. Вот я такая была непонятливая, там фамилия Ярохович. Ну а у другого деда, у маминых родителей, у них
фамилия была Галькевич. И мне даже вот никаких вопросов не вызывало, почему там бабушка Ярохович, а мы Кострома были, да. Вот. И ну и она вышла замуж второй раз за этого Кострому. И он ее забрал в Речицу. Это уже было, наверное, в 41 году. Вот. Ну, тут тоже я как бы не очень понимаю, потому что у нее, она за него выходила, вот у нее сохранилось вот это вот свидетельство о шлюбе, да, Ярохович Василий Степанович. Но у нее было и второе свидетельство, а она же с ним не разводилась, с этим Яроховичем. И у нее было второе свидетельство с Костромой, потому что у нее же сын Кострома получился. В общем, эти для меня юридические как бы бумажки, я в них не очень понимаю. Ну и она вышла замуж второй раз, и началась Великая Отечественная война, и деда этого Кострому забрали на фронт, и ей же сразу пришла похоронка в 41 году. И когда ей пришла похоронка, ну, в городе же была, она беременная, потому что мой отец родился в октябре месяце. Да, в 41 году она в октябре месяце, когда вот дед уже, он даже ни разу не увидел своего сына, он был на фронте, уже даже, наверное, и погиб. И она поехала опять в деревню со своим сыном, и там даже в деревне и родила уже его, потому что... И вот осталась жить, и она даже рассказывала, что у них в хате немцы там стояли, и, говорит, так за Диму этого волновалась, что он пойдет в эту переднюю хату, где они там, в которой, ну, торжественная такая большая. Говорит, ну, а он ребенок, он возьмет эту хату, откроет и к немцам побежит с ними. Она говорит, а у меня просто кровью сердце обрывалось, потому что это как бы единственная ниточка, которая вот ради чего она жить хотела. Столько много как бы у нее таких несчастий в жизни было. Прошло уже много-много лет, уже, вы смотрите, я по датам вот плохо ориентируюсь. Вот вы говорите, вот справка написана, она в 55 году, в ноябре месяце, ему дали справку о реабилитации. Вот только вот в этом вот 55 году он, да, и он это вот только он смог... В 1955 году он и написал это письмо. И он после стольких лет молчания, ему нельзя было, он не имел права писать. И он написал в колхоз письмо. Не деду Змитру, там, не бабушке моей, а он написал на колхоз и написал, что расскажите, пожалуйста, жива ли моя семья. Это вам пишет Ярохович Василий. И это письмо председатель колхоза отдал деду Змитру. Моему, вот мы его все так называли, прадеда нашего. И он взял, и он это письмо отдал деду. И дед моей бабушке говорит, Ганна, садись, это уже мне бабушка рассказывала, я тебе сейчас вот зачитаю. Они там всей семьей собрались. Это ж такое было, все уже давно его похоронили, деда как бы. И он там, а он пишет, что вот я пишу, я, Ярохович Василий Степанович, в таком-то году, меня, по-моему, в каком его году? В 37-м его, по-моему, по справке тут. Тут же тоже написано, когда он был репрессирован. В 38-м, 25 сентября. А вот его выпустили в ноябре 55-го. Ну, выдали эту справку ему, да. Ну, в общем, и бабушка это письмо прочитала, и... короче же, столько слез вылили, и она сама ничего ему не писала, а писал дед. И он ему написал, что, дорогой Василь, что мы как рады, что ты живой, что мы тебя здесь ждем, ты приезжай в любом случае. Ну вот Ганна, вот столько времени уже прошло, прокатилась война, и Ганна, дети твои все умерли, а Ганна была второй раз замужем, и у нее сын от другого брака, и у нее, но муж ее погиб на войне, и ты должен ее, вот если можешь, то прости, потому что мы про тебя никаких вестей не имели, а нам только сказали, что тебе вот 10 лет без права переписки, и поэтому это равносильно смертному приговору. И они же ничего больше не знали, куда он направлен, где он был, куда делся человек, как исчез, вот суд был и все. Ну и ты приезжай. И прошло
Я не знаю, сколько там прошло, и дед больше писем не писал, ну и там прошло, я не знаю, сколько, полгода там, больше, ну, короче, не сразу это было, потому что ему нельзя было сразу выехать. Он оформлял все документы, что ему надо было какие-то там уже. И, говорит, и бабушка говорит, когда он приехал, они подумали, что, наверное, он ее не простил, не захотел возвращаться. Ну, мало ли там какие, это же мы живые люди, в голове там всякие мысли рождаются. Говорит, и баба говорит, когда ей, говорит, она работала в поле, и когда ей сказали, что Ганна Василь вернулся, то она, говорит, 10 километров от деревни, говорит, так бежала, думала, сердце разорвется, так хотела его увидеть. А он приехал с подарками, всем понавез там столько подарков, и у него были с собой деньги. Вот я не знаю, какие у него. Он сказал, Ганна, ты больше работать не будешь. И они поехали в Речицу, купили самый такой большущий дом в центре города на Комсомольской. Почему потом его снесли и нам дали 2 квартиры. Вот. И сколько он прожил, вот, и в 1955 году он вернулся, да, а умер он, у меня есть вот свидетельство о смерти, а умер он в 1976-м. Это он сколько прожил? 55? Нет. Почему в 85-м? 18 декабря 85-го года, да. Точно, я без очков, 75-80. Да, значит, смотрите, девочки, он 20 лет прожил. 20 лет он прожил. 30 лет прожил, да. И он все эти 30 лет так неохотно, вот нас любил там, детей. Вот папа мой женился на мамочке моей, вот у него 2 детей, у моей мамы, у бабушки было 2 внуков, но мы никогда не знали, что он не родной наш дед. Я уже только когда уже взрослая была, в институт поступила и уже приехала, он меня дождался, у него был инсульт, и он прям так вот меня так любил, он с Наташей называл кружечки. И я 10 лет ходила в школу, и он 10 лет, вот мы жили, когда наш дом снесли, то родители же были прописаны в этом доме, они с ними жили. И дали им 2-комнатную квартиру на 2-м этаже, а родителям в этом же подъезде на 4-м этаже. И я всегда 10 лет ходила в школу, и каждый день, и каждый раз бежала в школу там в 8 утра, открывала дверь, и дед всегда сидел на стульчике на кухне, одетый, ждал меня, чтобы вот я к нему зашла. И всегда яблоко давал, или там шоколадку, или какие-нибудь 2 конфеты. Да, вот все это время уже, когда он пришел, ему дали, мы заселились в эту квартиру в 1969 году, когда наш дом под снос пошел, и дали в новостройках, тогда были хрущевки одни, а тут уже начали брежневские дома строить. Они раздельные были, туалеты, ванна раздельные. И я, как сейчас помню, мы въехали в эту квартиру, а мне же было мало, мне было 4 года, а я все так про деда помню, как будто это сейчас было. И дед сел на табуреточку там на кухне и сказал, боже мой, хоть бы я год прожил в таких условиях, что тут и вода горячая, и газ нужно, и все на свете. И он всю жизнь вот помогал своим сестрам, которые в Лунице так в деревне остались жить. Он всю жизнь, каждый год мы ездили, он с бабушкой и меня брал, и мы туда к его сестрам ездили. У него там такая многочисленная родня была. Но меня просто вот сейчас вот все время поражает, что он так верил советской власти, он такой был честный, он так вот, если кто-то там что-нибудь скажет, какое-нибудь плохое, что вот в магазине колбасы нету, а он все время говорил, да как вам нету, да посмотрите, что у вас полки ломятся, хлеб есть, вот он к еде вот так вот относился. Он рассказывал, он хранил фотографию, вот у меня тоже осталось, он привез с Колымы фотографию мужа и жены. И там даже есть дарственная надпись, она в альбоме сейчас, вот моя мамочка завтра приедет, она этот альбом привезет. Да, он с Колымы приехал с этим альбомом.
Вот, и там есть вот это вот друг, и он мне рассказывал, я все время, у него когда он вселился в эту квартиру, у него вся квартира была обвешана фотографиями. У него такая вот одна большая рамка, в ней много-много мелких фотографий. А я как в детстве все время любила: дедушка, а это кто? Дедушка, а это кто? Мне так интересно было смотреть, они же такие фотографии, у него там сестры были, а это моя родная сестра такая-то, такая-то. А он про эту фотографию говорил: а этим людям я благодаря их выжил. Потому что он, когда был, он рассказывал, что он где-то мыл золото, когда он там сидел, я уже не знаю, где он мыл. И вот он все время их спускали в шахту, и оттуда во шахты поднимали, и им там, в общем, очень тяжелая работа была, он как бы солнца не видел там и все такое прочее. А вечером он просился быть дежурным. Но я так подозреваю, это, наверное, вот когда он уже на поселении был, наверное, он там это золото мыл. Вот. И вечером кормили их очень плохо, и он всегда оставался дежурным, чтобы мыть эти баки такие огромные. И он говорит: я выжил только потому, что вот эта вот женщина, которая там, она тоже была уже на вольном поселении, муж ее срок отбывал, она к нему приехала туда. Наверное, ему можно было как-то о себе сообщать. Вот. И она разрешала ему эту воду пить. Вот они баки мыли, и вот там это все подгорело, и вот он все это выпивал прям. А когда он рассказывал страшные вещи, что когда они сидели, где там на лесоповале или где там в тайге в какой-то, то он говорит, что они страшные вещи делали. Ой, девочки, я даже не хочу про это на камеру рассказывать, это ужасно. Нет, он вообще про это не хотел говорить ничего. И он ни на кого не был в обиде. Вот я только вот как бы запомнила, что он ни на кого не был в обиде. Он никогда не говорил: вот сейчас вот какие люди обозленные, да, вот мы живем вот в автобусе, в магазинах, в очередях. Но на самом деле, вот я не знаю, мы же можем что-то изменить, там, мы можем быть какими-то, хотя бы улыбаться даже кому-то. Вот я сегодня сидела там, ждала автобуса, да, и две бабушки сидят и между собой ругаются из-за того, что она говорит: я не плачу за воду, а вторая говорит: а надо платить, там что-то вот из этих платежек. Как бы я говорю: говорю, она платит, потому что она говорит: я вычеркиваю, когда я прихожу, я подаю листок и вычеркиваю. Я говорю: не спорьте с ней, она не понимает, потому что в компьютере же там все заложено. Если бы она не платила, то бы ей пришли и воду перерезали. Я говорю: не надо, не спорьте с ней, пускай она будет думать, что она не платит, ей легче жить, наверное, от этого, что... вот просто меня вот удивляет, что какие сейчас люди злые были, и какой он был. Вот он не обозлился совершенно. Вот он любил нас, чужих детей, как можно сказать, да. А мы даже никогда не чувствовали. Он любил моего батяню как родного. Вот мамочку мою любил. Вот она ему невестка была. Он вообще даже маму любил, может, больше даже чем папу. В общем, и потом, когда, вот я еще вспоминаю, что я сильно хотела в музыкальной школе учиться и поступила на фортепиано, а инструмент тогда стоил там 600, 700, 800 рублей, это были бешеные деньги, это даже Запорожец 3000 стоил, а представьте, что такое купить инструмент там, музыкальный. И дедушка сразу, без разговора, у него была пенсия 120 рублей. И ему еще доплачивали 12 рублей на бабушку, потому что бабушка такую пенсию за всю жизнь 12 рублей заработала в колхозе. Вот, за свои эти трудодни, за палочки, да. Вот, и он умудрялся всегда отлаживать. И вот как только я поступила в эту музыкальную школу, он сразу к нам поднялся на 4-й этаж. А у него так было, у него так ноги болели, он очень так поправился, он весил 120 килограмм. Он постоянно, трудно было ему ходить очень уже. Он прям вот сразу приехал худой и как бы начал набирать вес такой был, такой грузный. И он пришел и мне с бабой поднялся на 4-й этаж и мне говорит: будет она учиться в музыкальной школе, вот идите и покупайте этот инструмент ей.